Здравствуйте, это студенческие новости СГУ. С вами Любовь Филиппова. Однажды я закончу университет и придется искать замену студенческому телевидению. Куда податься выпускнику? Оказалось, что вопрос о трудоустройстве волнует не только студентов старших курсов, но и журналистов-новичков. Алло, привет. А я на журналистику поступила. И куда ты потом работать пойдешь? Как куда? В этом мне поможет разобраться день карьеры. 2 минуты самопрезентации, 2 минуты представления своих роликов и желание работать. Вот с чем пришли студенты нашего университета. А участницы прошлого года, авторы программы «Ударник», рассказали, как день карьеры помог им раскрутить свой проект. Много было изменений, в течение года мы меняли музыку, там, заставку, все вот это вот. Представители СМИ дали участникам множество советов и рекомендаций, а вот хвалить кого-то они не спешили. Я считаю, что критика – это развитие. То есть, и хвалить я на самом деле не хочу никого. Сравнивать студентов с профессионалами – это, конечно, более чем глупо. Уровень студенческого мастерства и того, что ребята делают, достаточно высок, и я уверен, что будет еще выше. В тележурналистике, помимо работы корреспондентов и ведущих, огромную роль играют операторы. Но лишь один студент осмелился представить себя в качестве человека с камерой. Я никоим образом не отношусь к Институту гуманитарных наук, который готовит специалистов в этой области. Я экономист. И пусть не у всех новичков есть готовые работы, главное, что есть идеи. Например, Дмитрий Степановский и Алена Туркина представили проект студенческого кулинарного шоу. Его целью будет научить жителей общежития питаться недорого, но вкусно и правильно. Насущная проблема молодежи. Лично я, например, когда приехал, я не знал, как приготовить кашу. Возможно, скоро мы увидим или услышим кого-то из ребят, но уже не на Студ ТВ. Роман мне сказал, что все будет очень круто. В общем, он дал мне визитку, мне нужно с ним созвониться и договориться о встрече уже на радиостанции. Дарья Петракова, Анастасия Чучина, студенческое телевидение СГУ. Во вторник прошла игра «Что, где, когда» для студенческого самоуправления. Интеллектуальный турнир стал 3-м этапом в конкурсе студсоветов. Пока обычные студенты готовятся ко сну, активисты участвуют в конкурсе студенческих советов. Игра проходила в медийной форме и включала в себя 3 тура – музыкальный, литературный и задание на смекалку. Организаторами конкурса выступили Департамент по молодежной политике СГУ и Лига интеллектуальных игр Республики Коми. Мы рассчитываем на то, что люди знают песни наши зарубежные, люди знают, на какие 2 буквы начинается то или иное задание. То есть даже если они ответили неправильно, они просто приятно провели время. Всего на конкурс собрались команды 7 институтов из 12. Несмотря на поздний час, все активисты охотно справлялись с предложенными заданиями. По итогам игры каждая команда получила баллы, необходимые им для борьбы за звание лучшего студенческого совета СГУ. А лучшими в игре «Что, где, когда» стали студенты Института естественных наук. Я горжусь больше не победой, а ребятами, потому что они собрались, пришли сюда и проявили себя. Мне было интересно узнать о том, какие они с другой стороны, потому что я вижу их только в учебное время. Есть ли у вас какие-то преимущества перед вашими конкурентами, то есть перед другими институтами? Мы можем растворить их в кислоте. Ксения Акимова, Виктор Кокарев, студенческое телевидение СГУ. Летом, путешествуя на поездах, часто можно встретить уж очень молодых проводников. Оказывается, эти ребята студенты. К работе они готовятся в специальных отрядах проводников. Мы лично познакомились с такими студентами. Щит управления вагоном, схемы поездов и даже их макеты. Все это вагонная часть, и мы в гостях у студенческого отряда проводников «Синара». Сегодня здесь репетиция. Будущие проводники готовятся к республиканскому слету студенческих отрядов. Все, кроме командира, новички. «Синара» существует меньше года. Студентам предстоит пройти 2-месячное обучение, прежде чем пуститься в свободное плавание на поезде. В дисциплины входит изучение правил пассажирских перевозок, пользование профессиональным оборудованием и даже психология. Проводники, новая стихия. Да, я часто ездил на железнодорожных составах. Довольно интересно было следить за работой проводников, как они закрывают туалеты и властвуют над пассажирами.
Первые несколько рейсов – практика, затем начинается настоящая работа. Летом самые востребованные направления поездов на юг – Кисловодск, Анапа, Новороссийск, Адлер. Если работать усердно, закрывая весь рабочий график, за месяц можно получить около 30 тысяч рублей. Я бы не сказал, что это несколько высокая зарплата, за которую следует идти. Это скорее, прежде всего, романтика. Отдыхать между рабочими выездами нужно не менее 2 дней. Самый длинный рейс – 8,5 суток. Но, как выяснилось, ребят пугают отнюдь недалекие расстояния. Боюсь, прежде всего, людей, которые может быть, грубить мне. Командир Синарка Ксения Ванеева отработала проводником уже 3 года. За это время познакомиться ей удалось не только со своими коллегами. Мне железная дорога подарила вообще прекрасного друга, да, очень хорошего моего пассажира. Мы познакомились, когда я работала еще первым летом, вот, и потом уже каждый рейс, когда я проезжала его станцию, он приходил ко мне в гости. И даже о возникавших проблемах теперь девушка вспоминает с улыбкой. Случались истории, когда мои пассажиры забывали, мы думали, что забывали, и смотрели на него в окно, а он стоял задом к поезду и ел арбуз вообще, даже не подозревая, что мы уже уехали. Список желающих поработать летом ребят еще пополняется. Студотряд проводников планирует набрать до 50 человек. Если вашими проводниками окажутся такие ребята, то соскучиться вы не успеете. Любовь Филиппова, Анастасия Чучина, студенческие новости СГУ. Ну, а на этом у нас все. С вами была Любовь Филиппова. И, ребят, новости новостями, но не забывайте и посещать музеи. Например, в нашем университете тоже есть что посмотреть. А это правда кабинет первого ректора? Прямо настоящий? Здорово! Jack lit.